Вот возьмем последний месяц. Я бы хотел объяснить некоторые моменты той критики, которая очень много в наш адрес нашей деятельности. От себя мы ничего не делаем. У нас есть совет аксакалов. В этом совете аксакалов есть ветераны, уважаемые люди, герои, генералы. Также у нас есть координационный совет Национального конгресса татар, где у нас 6 работников аппарата президента, бывших работников. У нас там академики, политические деятели, уважаемые, с которыми мы всю свою деятельность мы согласовываем. Мы ведем центристскую политику, так как, учитывая то, что на нас много равняется молодежи, нас много смотрят, нас в день смотрят от 80 до 100 тысяч. Мы в год выпускаем 500 роликов. У нас 4 YouTube-канала. За последний год нас посмотрело 1,5 миллиона человек. Мы, конечно, за все несем ответственность. Критика была в адрес, что мы приглашаем на мероприятие православных татар. Это люди, которые, может быть, православные татары – это наши братья. Они такие же, как и мы с вами, только еще больше на татарском говорят между собой. У них своя культура, свои песни, обычаи. Они сейчас строят храмы, где служба ведется на татарском языке. Большая проблема у татарских языков со священнослужителями на татарском языке. Вот, они эту проблему решают. Мы приглашаем на мероприятия, даже на ифтары, не намаз читать, а для присутствия, значит, православных татар. Поэтому мы и дальше будем их приглашать. И во время переписи населения они сыграли положительную роль. Вторая критика в последнее время по поводу этих землячеств, что мы разделяем татар или как-то. Да, мы создали в этом году, это новый проект наш, 15 землячеств теперь уже. Вот. И в этих землячествах идет бурная жизнь. И люди тянутся друг к другу, к землякам. Нужно, чтобы именно в этих землячествах внутри они чтили своих героев, своих выдающихся земляков. Они помогали молодому поколению, которое в Москву приезжает. Землячество – это необходимо. Этот проект еще он себя покажет. Во-первых, с этим землячеством у нас прибавилось 1500 подписчиков. Это новых татар, которые живут в Москве и которые из разных городов. Хотелось бы также ответить тем людям, которым не нравятся наши приглашенные спикеры. Мы хотим правду, мы хотим информацию от первого источника. Поэтому мы очень разнообразных, очень неординарных людей приглашаем к себе. Мы им задаем вопросы, они говорят о себе. В чем-то мы их пытаемся переубедить, в чем-то мы входим с ними в дискуссию. Поэтому вот мы всех приглашенных людей, мы это согласовываем. И мы это многое делаем по желанию нашей молодежи. К нам приходят разные люди, с разной точки зрения. Но все они от первоисточника, чтобы мы слышали правду, разностороннюю причем, разные мнения. Эту деятельность мы и дальше продолжим, и она очень полезна для идеологического воспитания нашей молодежи. Что сегодня у нас является проблемой? Это сильнейшая западная пропаганда. Это завладеть умами молодежи. На это не жалеют ни сил, ни средств западная пропаганда. Это практически все на грани сатанизма. И непонятно чего. Мы поэтому призываем нашу молодежь, не смотрите эти ролики, не смотрите, не подписывайтесь на эти западные непонятные пагубные сайты. Нужно различать, что вранье и что на самом деле. Нужно быть патриотами своей страны,
Нужно защищать свою родину. Россия, она многонациональная. Что значит русский мир? Это и татарский мир, это наш общий мир. И татарская нация всегда была государствообразующая нация. Всегда татары стояли на страже России вместе с другими нациями. Нужно правильно понимать это. Нужно брать Отечественную войну, начало. Это то же самое повторяется сейчас. Да, тяжело. Есть проблемы с санкциями, есть проблемы в бизнесе. Мы здесь собираем круглые столы и совместно решаем эти вопросы. Это обсуждаем. Как мы можем противопоставить себя этой западной пропаганде? Каждый из нас – это идеолог и пропагандист. Вот давайте каждый из нас в своем окружении, на работе, в семье будем правильно пропагандировать происходящие события и правильно их понимать и анализировать. Давайте более ответственно относиться к этому. Все зависит от нас и от каждого из нас.